Рамадан на канале Аль-Атисам 1445 года по хиджре. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья и сестры, пусть Аллах Субхану ва Тааля примет ваши поклонения и увеличит многократно. Аминь. Сегодня хочу рассказать о правдивости. Настолько человеку важно всегда придерживаться правдивости и остерегаться лжи. Так как правдивость, как сказано в хадисе посланника, саллаллаху алейхи вассалям, который передает Абдуллах ибн Мас'уд, ради Аллаху анху, в этом хадисе пророк говорит: «Придерживайтесь правдивости. Воистину правдивость ведет к благочестию, а благочестие ведет к раю». И если человек говорит правду и старается всегда придерживаться правды, то он записывается перед Аллахом как правдивый. И сторонитесь лжи. Воистину ложь ведет к греховности, а греховность ведет к аду. И человек не перестанет рассказывать, обманывать людей, пока он не будет записан у Аллаха как лжец. И посмотрите, братья мои, каким хочет человек быть записанным у Аллаха Субхану ва Тааля, как правдивый или же как греховный. Придерживайтесь правдивости, ибо правдивость приводит к благочестию, а благочестие к раю, и человек не станет придерживаться правдивости и говорит правду, пока не будет записан у Аллаха правдивый. Аллах Субхану ва Тааля сказал в Коране: «Ба'да а'уду биллахи мина шайтани раджим, я айюхалладина аману аттакуллаха ва куну ма'ас-садикин». О те, которые уверовали, будьте богобоязненными и будьте правдивыми, сказал Аллах Субхану ва Тааля. Ибн Каthир, рахматуллахи алейх, комментируя это слова, Аллах сказал: «Говорите правду и придерживайтесь правды, тогда вы будете правдивыми и спасетесь от гибели, и Аллах создаст вам выход из положений», сказал Ибн Каthир. Также Аллах Субхану ва Тааля сказал в другом аяте: «И если бы они были правдивыми, то было бы лучше для них», сказал Аллах Азза ва Джаль. Также в другом аяте Всевышний Аллах сказал, смысл: «Для правдивых мужчин и женщин приготовил Аллах для них прощение и награду великую», сказал Аллах Азза ва Джаль. Хасан ибн Али ибн Аби Талиб, ради Аллаху анху, сказал: «Я запомнил от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, слова, цитата: «Оставь то, в чем сомневаешься, и сделай то, в чем у тебя нет сомнения. Воистину правдивость – это спокойствие, а ложь – сомнение». Аллах Азза ва Джаль сказал в другом аяте, чтобы Он спросил правдивых об их правдивости. Обратите внимание, чтобы Он спросил у правдивых о их правдивости. Если Аллах Субхану ва Тааля в судный день спрашивает у правдивых о их правдивости, а что сказать о тех людях, которые обманывают людей и говорят ложь? Какой спрос с них будет? Передается слов Абу Хурайра, ради Аллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Лицемера отличает три качества», сказал пророк, алейхиссалям. Первое: когда он рассказывает, он обманывает. Когда обещает что-либо, он не выполняет свои обещания. И когда ему оказывает доверие, то он не оправдывает их доверие. Это признак лицемера. В другом хадисе говорится: у кого есть это все качества, он полный лицемер, а у кого есть часть, одно из этих качеств, у него есть признаки лицемера. Да упасет нас Аллах Субхану ва Тааля. Об этих три из них, из этих три качеств, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, назвал ложь, когда человек обманывает. Когда человек рассказывает, он обманывает. Комментируя это хадис, Ибн Хаджар, да смилостивится над ним Аллах, сказал: причина упоминания только этих трех признаков в том, что они указывают на все остальные качества человека. Дело в том, что набожность проявляется в трех вещах, сказал он: в словах, поступках и намерениях. На порочность их речей указывает ложь. На порочность их поступков
указывает предательство. На порочность их намерений указывает нарушение их обещаний. Нарушение ими обещаний. Ведь нарушение обещаний порицается лишь тогда, когда человек совершает это преднамеренно, сказал. Это слова Ибн Хаджара. Если же он намеревался сдержать слово, но не сумел сделать этого по какой-то причине, или же решил, что поступить иначе, более лучше, целесообразнее, то это не считается проявлением лицемерия, сказал Хафид ибн Хаджар, рахматуллахи алейх. Ибн Мас'уд, ради Аллаху анху, сказал: верующим могут быть присущи любые качества, кроме предательства и лживости, сказал Ибн Мас'уд, ради Аллаху анху. Обратите внимание, насколько тяжкой говорит в исламе, говорит неправду, ложь. А более тяжкой, самой тяжкой ложь, братья мои, это когда человек наговаривает на Аллаха субханаху ва тааля и на посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Есть много хадисов от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, где он говорит: тот, кто возводит на меня ложь, непременно займет свое место в огне. В другом хадисе говорится: тот, кто преднамеренно наговаривает на меня ложь, пусть приготовит для себя место в аду. Такой тоже есть хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И наговаривает на Аллаха ложь. Во многих аятах Аллах субхану ва тааля порицает тех людей, которые наговаривают на Аллаха субхану ва тааля ложь. То, что Аллах субхану ва тааля не говорил, наговаривает на Аллаха азза ва джаль. Если вы увидите человека, который говорит все, что он услышал, положение этого человека считается опасным. Почему? Потому что посланник, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: для того, чтобы стать лжецом, человеку достаточно только передавать дальше все, что он услышал. Все, что услышал, если человек рассказывает другим людям, он находится в опасности. Почему? Потому что рано или поздно он обманывает, даже сам об этом не зная, обманывает людей. Почему? Потому что он передает все, что он услышал от других. Правдивость, братья мои, какой бы тяжкий не был правду, и горькой не была эта правда, благой конец всегда бывает хорошим у правды. И спасение только в правде. И если бы они были правдивыми, то это было бы для них лучше, сказал Аллах субханаху ва тааля. История Ка'ба ибн Малика, ради Аллаху анху, все вы знаете. Имам Ан-Навави свои Рияд ас-Салихин тоже привел, это все прочитали этот хадис. Когда посланник, саллаллаху алейхи вассалям, объявил мобилизацию газвата Табук, и не остался в Медине верующих мужчин, кроме у которых были узру, оправдания, все мусульмане, му'мины, верующие, вышли на джихад, остались лицемеры, женщины, дети, старики, слабые и мусульмане, у которых были оправдания. И когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вышел на путь газвата Табук, не увидел среди воинов Ка'ба ибн Малика, ради Аллаху анху. И когда вернулись с битвы, он сказал, и когда все приходили, мунафики начали рассказывать свои оправдания, обманывать пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Ка'ба ибн Малик и еще двое сподвижников, ради Аллаху анху, пришли и сказали правду. Ка'ба ибн Малик сказал: не было у меня никаких оправданий и причин, чтобы не участвовать в этой битве. По причине их правды, посмотрите начало, каким был тяжким для них. И с ним никто не разговаривал. Даже, говорит, Ка'б ибн Малик рассказывает, был самый любимый мой двоюродный брат. Даже когда я ему салам дал, и когда я ему даже спросил: ты же знаешь, что я люблю Аллаха и его посланника, он сказал: Аллах это лучше знает, Аллах это лучше ведомо. Я заходил, говорит, в мечеть, салам давал, и краем глаз смотрел, вернул ли на мой салам, ответил ли посланник, саллаллаху алейхи вассалям. Никто с ним не разговаривал. 40 дней в таком положении были. В конце вообще приказали на время отправить своих жен домой. И в это время, через 40 дней, конец сурата Тауба, Аллах субханаху ва тааля: «Ва аля thalathati alladhina khullifu». Вот Аллах простил тех 3 сподвижников, которые отстали от газвата Табук, которые не приняли участие в этом газвате Табук. Почему Аллах субханаху ва тааля их простил? Что их спасло? Их правдивость. То, что они сказали правду. И когда этот аят был ниспослан,
Ка'б ибн Малик в знак благодарности за то, что его покаяние было принято. Они покаяние тоже сделали и сказали правду. Аллах простил их. Он обещал, что всегда будет говорить только правду, несмотря на то, что после того, как Аллах спас его благодаря правдивости. Благодаря этой правдивости Аллах его спас, и даже в знак благодарности он сказал, только я буду говорить правду. Он даже хотел отдать свой сад пророку на пути Аллаха из-за своей радости, которую он почувствовал, когда Аллах принял его покаяние. Субханаллах. Он сказал: клянусь Аллахом, после того, как Аллах указал мне путь к исламу, наибольшим благодеянием, которое Он оказал мне, стало то, что я был правдив с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и не солгал ему. А иначе я погиб бы, как погибли те, которые солгали пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Да, иногда может быть у правда горькая, но всегда человек должен придерживаться правды. Признаком правды, братья, это спокойствие, сила, умиротворение. И человек, который тебя слушает, чувствует спокойствие. А признаком лжи, неспокойствия, несостыковки, противоречия друг другу, сомнений, колебаний, как это пришло в хадисе посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Воистину, правдивость – это спокойствие, а ложь – это сомнение, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Прошу Аллаха, субхану тааля, чтобы Аллах сделал нас правдивыми рабами. В первую очередь, с Аллахом была у нас правдивость, с посланником, с мусульманами, со всеми людьми, что мы были правдивыми. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман гашшана фалейса минна». Кто обманывает нас, тот не из нас, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Прошу Аллаха, субхану тааля, чтобы Аллах сделал нас из числа правдивых. Аминь. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.